Здравствуйте, меня зовут Антонова Карина. Тема моей работы – научно-исследовательская деятельность по изучению творчества венгерского поэта-фольклориста Дмитрия Нестеровича Абросимова. Современное общество ставит перед выпускником новые задачи. Это должна быть готовая к непрерывному самосовершенствованию и творчеству личность. Только те знания, которые мы приняли, становятся внутренним достоянием, новым умением, способностью. Поэтому организацию научно-исследовательской деятельности в школе считаю актуальной. Проблемой является то, что такая деятельность дает возможность выявить и раскрыть потенциал учащихся. Цель – обобщение опыта работы по изучению творчества поэта-фольклориста Дмитрия Нестеровича Абросимова. Теоретическая значимость. Основные положения данного исследования могут служить материалом для дальнейшего изучения творчества Дмитрия Абросимова. Практическая ценность. Результаты работы могут быть использованы при разработке курсов учебных программ по изучению венгерского фольклора в средних общеобразовательных учебных заведениях. Работа по созданию докладов на научно-практической конференции сегодня особенно актуальна, так как современное общество переживает настоящий информационный бум. Что дает исследовательская работа? Способствует навыку свободно творчески мыслить, коммуникативная направленность дает возможность общаться в процессе создания докладов, позволяет работать индивидуально или в парах, поэтапность обучения от простого к сложному способствует свободному владению письменной и устной речи при создании работ. Воспитать любовь к родному краю, домашнему очагу можно посредством вовлечения в исследовательскую деятельность по изучению жизни и творчества местных авторов. В своих стихах и легендах Дмитрий Нестерович воспевает красоту родной природы, трудолюбивый и гордый народ. Я написала 4 работы по творчеству поэта Дмитрия Нестеровича. Первая работа. Топонимы родного края в произведениях местных авторов. В своей работе я рассмотрела различные вопросы о происхождении образования топонимов нашей территории окрестностей наследия Кюпса. Вторая работа. Образ птицы от легенды к стихам по произведению Дмитрия Абросимова. Мысль о том, что человек является частью природы, то, что он с ней кровно связан, выражена в стихотворениях Дмитрия через образную систему. Третья работа. Легенда Дмитрия Абросимова «Кюн далеко, Нимгакана, венгерское сказание». Легенда соответствует традиционной структуре героических сказаний. Четвертая работа. Цветопись поэзии Дмитрия Абросимова. Наше исследование подтвердило, что световое восприятие творчества поэтов действительно существует. Это подтверждают данные, проведенные нами и компьютерной программой исследования звуковых и цветообозначений совпадают. Считаю, что грамотно спланированная работа над исследовательским докладом позволяет повысить интерес школьников к различным дисциплинам. Проведенный некоторый анализ показал, что поэт-фольклорист является неповторимым и самобытным, что творчество Дмитрия несет за собой богатство слова и поэтических образов и разнообразие методов, использованных автором. Надеемся, что современная молодежь будет гордиться своей национальной культурой и традициями. Выводы. За годы работы над творчеством поэта познакомилась с биографией и творчеством Дмитрия. Исследование способствовало развитию интереса к родному краю и его культурному наследию. Такое исследование и изучение позволяет ближе познакомиться с творчеством талантливого писателя. Спасибо за внимание.